В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Госзнак заказ выполнил. Вторая партия новых бланков абхазских паспортов поступила в республику. Контрольная палата в действии. Итоги проверки объектов Министерства экономики. Помощь малоимущим. Благотворительная организация «Киарас» проведет акцию «Тепло сердца». Процесс выдачи новых абхазских паспортов и вида на жительство начнется в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня на брифинге первый вице-премьер Шамиль Адзанба. По его словам, первый этап работы уже завершен. Осталось только запустить электронную базу данных. О том, как проходит подготовка к выдаче паспортов, в материале Сарии Смар. Чуть более месяца назад в Абхазию была привезена первая партия абхазских паспортов в количестве 60 тысяч штук. Остальная партия – это 190 тысяч паспортов и 50 тысяч бланков вида на жительство. Прибыли только сейчас. Работа по выдаче новых паспортов начнется, как только будет запущена электронная система. Паспорта здесь 250 тысяч внутренних паспортов и 50 тысяч вида на жительство. По большому счету, первый этап нашей работы завершен. Сейчас мы ожидаем начала, вступаем в фазу уже второго этапа. Это создание системы, новой электронной системы выдачи паспортов. Новые паспорта значительно качественнее, но несмотря на это их цена практически не отличается от стоимости нынешнего. Цена документа была поднята всего на 40 рублей и с учетом пошлины не будет превышать 450 рублей. Бланки вида на жительство будут в 2 раза дороже паспортов. Их цена 940 рублей. Весь материал, практически за исключением бумаги, да, вот тут все переплеты, оболочка особенно, ну и плюс краска и так далее, покупаются за рубежом. Все это на валюту. И при этом мы умудрились постараться как-то вот не поднять его в разы. Но вид на жительство будет значительно дороже, раза в 2. Я думаю, что есть тому основание. Вот. Я думаю, ничего в этом страшного нет. Если человек желает вот, как-то в будущем быть гражданином, там, жить и так далее, я думаю, что это не страшно большая сумма. Более того, за счет того, что его количество печаталось значительно меньше, всего 50 тысяч, его себестоимость, она оказалась чуть выше. Сама система выдачи новых паспортов изменена. Теперь она быстрая и удобная. Техническое оснащение Авира улучшается. Приобретены дорогостоящие принтеры. Идет работа по запуску электронной базы данных. Шамиль Адзанба заверил, что к парламентским выборам в феврале 2016 года новая система уже будет задействована. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. После брифинга первый вице-премьер правительства Шамиль Адзанба сделал заявление. Он обратился к гражданам, сдавшим на обмен российские загранпаспорта. На сегодняшний день более 5000 паспортов готовы к выдаче, но их владельцы не спешат их получить. Паспорта лежат месяцами, есть которые лежат годами. Я хочу обратиться, пожалуйста, заберите свои паспорта. Иначе они будут аннулированы. Я вас прошу, отнесись к этому очень-очень серьезно. Заберите, пожалуйста, свои паспорта, которые лежат и ждут своих хозяев. В связи с трауром, который объявлен в эти дни в Турецкой Республике, спикер Народного собрания Валерий Бганба выразил соболезнования спикеру Великого национального собрания Турции Смету Илмазу и председателю Народной республиканской партии Великого национального собрания Турции Кемалу Калчдароглу. Граждане Республики Абхазия знают о терроризме не понаслышке. Мы хорошо понимаем, что угроза терроризма является одной из глобальных проблем 21 века, и ее опасность должна быть осознана всем международным сообществом. Поэтому присоединяемся к людям, осуждающим проявление терроризма, и поддерживаем действия руководства Турецкой Республики в отношении тех, кто пытается решить свои задачи бесчеловечными способами, отмечается в послании. В дни скорби парламент Республики Абхазия выражает искреннее сочувствие и поддержку всему народу Турецкой Республики, родственникам погибших и всем пострадавшим от рук террористов. Желаем каждому силы, выдержки и скорейшего восстановления сил, говорится в телеграмме. В вооруженных силах Абхазии начался полевой выход артиллерии с выполнением боевых стрельб.
К учениям привлечены артиллерийская группа Минобороны и артиллерийские подразделения от 1 и 2 отдельных мотострелковых батальонов. Полевой выход артиллерии проводится в соответствии с планом подготовки частей и подразделений Вооруженных сил Республики на 2015 учебный год. Плановые тактические учения пройдут на полигоне Цабал. Сегодня с утра сборы проходили в воинской части в Бахмаране. Дождливая погода не повод для отмены занятий, поскольку для военных дождь и грязь – это лишний повод доказать, что боевую задачу можно выполнить в любых условиях. Командующий артиллерийским полком Эдуард Бондарь отметил, что основная цель этих учений – выявление лидерских качеств, а также сплоченности команды. Перед дорогой в Цабал военным была поставлена задача. План полевого выхода составлен таким образом, что он включает в себя целый комплекс мероприятий боевой подготовки, начиная от учебных занятий, проверочных занятий, контрольных занятий, плюс к этому еще занятия, тренировки по стрельбе, управления огнем, тактические учения, в том числе тактические учения с боевой стрельбой. Занятия учебные пройдут до конца этой недели. Следующая неделя будет посвящена проведению комплексных контрольных занятий, тренировок по стрельбе, управлению огнем и тактических учений. Полевой выход закончится на этапе боевой стрельбы. Итогом недавней проверки эффективности целевого использования госсобственности, поступления и использования средств от управления госсобственностью структурами, подведомственными Министерству экономики, была посвящена пресс-конференция в Контрольной палате Республики. Подробности в репортаже нашего корреспондента. С мая по октябрь текущего года были проверены 24 объекта подведомственных Министерству экономики. Практически все районы были обозрены нашими специалистами. По каждой проверке встречной составлен акт присутствия специалиста Министерства экономики. А в ряде случаев эти акты, конечно, подписывались уже и представителями самих объектов контроля. По итогам плановой проверки сделан вывод, что РУПы не выполняют свои функции и их деятельность сводится к сдаче объекта в аренду. Министерство экономики фактически не является собственником своего имущества. Сформулированы предложения для Министерства и Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации. Документы, зафиксировавшие факты грубых нарушений, будут направлены в прокуратуру. Все отчеты о проведенных контрольной палатой мероприятиях переданы в парламент. В соответствии с планом будут проверены объекты, подведомственные Министерству сельского хозяйства. Здесь большое поле деятельности для контрольной палаты, отметил Роберт Аршба. И пока проверено только одно предприятие – Абхазсельхоззаготовка. Отвечая на вопросы журналистов, председатель палаты рассказал о выборочной проверке объектов, восстанавливаемых в рамках комплексного плана, а также проверке по ряду ведомств – МЧС, Министерству культуры и другим. При этом он отметил неудовлетворительное состояние учета в учреждениях Министерства культуры. Помимо плановых мероприятий, проводится и текущий контроль, однако пока не удается уложиться в сроки. Это наша обязанность, мы должны делать текущий контроль, мы должны поставить в известность парламент, как исполняется бюджет этого года. За первое полугодие в итоге представили, но очень поздно. То есть представили уже в начале сентября, когда мы уже должны... мы сейчас готовим заключение, но опять-таки информацию, которую они представили, она свернута. То есть нам нужна развернутая информация. Определенные сложности на работу Минфина и, соответственно, контрольной палаты накладывают вводимые новшества, в частности, казначейская система, отметил председатель. Сегодня вы знаете, что мы вводим в действие казначейство в стране. Уже пошел пробный ручной вариант, насколько мы владеем информацией. И в этой части я понимаю, что возможно есть определенные сбои для того, чтобы представить именно в соответствии с новой бюджетной классификацией. Но опять-таки это все равно не дает основания его не представлять. Также по законодательству проект республиканского бюджета на 2016 год пройдет предварительную экспертизу в контрольной палате с целью предотвращения возможных нарушений. За контрольной палатой зафиксирована такая задача и функция, как предварительный контроль, и это немаловажная функция. То есть
Мы изначально должны упредить все нарушения возможные. Вот сейчас готовится проект бюджета на 2016 год. После того, как исполнительная власть его представит в парламент, парламент будет обязан в течение 3 дней в соответствии с законом его представить в контрольную палату на заключение. Поскольку подробности осуществленных проверок заинтересовали журналистов, все отчеты будут размещаться на сайте организации. Светлана Рутюнова, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Коммунальное управление столицы намерено приступить к демонтажу легких конструкций выносной торговли на столичной набережной и улице Леона. Подробности в материале Ренаты Шакая. Позади курортный сезон. На набережной перестали функционировать практически все точки выносной торговли. Но многие владельцы оставили металлические конструкции, различные поддоны с выпирающими штырями и, несмотря на уведомления администрации города, не убрали их с городских улиц. Все, что находится на набережной. Во-первых, это опасно, но там есть некоторые моменты, то, что есть подключение электроснабжения, поэтому придется пригласить специалистов СОС, обесточить, и только после этого мы сможем вывести все. Уже сегодня и завтра сотрудники архитектурного управления совершат обход набережной. Будут составлены акты и установлены владельцы всех брошенных конструкций, после чего специальные службы приступят к их демонтажу и вывозу. Что касается выносной торговли возле Ботанического сада, то из 70 торговых точек сегодня работают только 5. Самые дисциплинированные там 5 точек, которые попросили еще продлить сезон, потому что к нам все-таки приезжают еще туристы. Пусть их немногочисленное количество, но они приезжают, хотят какие-то купить сувениры. То есть тем, кому разрешили, это действительно люди, которые содержат в чистоте, в порядке. К владельцам, не убравшим конструкции выносной торговли самостоятельно, администрация столицы намерена принять соответствующие меры, вплоть до отказа выдачи разрешений на торговлю на следующий летний сезон. Рената Шакая, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. Уважаемые телезрители, сегодня после выпуска новостей в прямом эфире смотрите программу «Открытый вопрос» с ведущим Валерием Кураско. Тема передачи «Либерализация рынка недвижимости в Абхазии». В прямом эфире свою позицию по этому вопросу представят депутаты парламента Ахрабжания Георгий Акырба, эксперт ЦГП Асида Шакрыл, представитель партии Амцахара Виталий Тарнава, руководитель общественной организации Абзанхара Нукзар Ашуба, председатель ЦИК Батал Тапагуа. Тепло сердца. Под таким названием с 16 по 19 октября в Сухуми пройдет специальная акция. Организатором является благотворительная организация «Кераз», добровольцы которой в течение 3 дней будут ходить по домам и собирать вещи для малоимущих семей. Это одна из многих программ, которые осуществляет данная организация, деятельность которой направлена на оказание социальной помощи нуждающимся семьям. Наша съемочная группа побывала в офисе «Кераз» и встретилась с ее руководителями. Они рассказали о подробностях предстоящей акции и о проделанной работе. Кама Аргун узнала о существовании благотворительной организации «Кераз» в социальных сетях. Проникнувшись идеей о безвозмездной помощи, она решила собрать одежду, которая находится в хорошем состоянии, но уже не носит сама, и принести в организацию. Недавно я встретила в квартире женщину на площадке детской, и у нее маленький ребенок был в тапочках резиновых в дождь. И когда такие вещи видишь, кажется, что это невозможно, а когда сталкиваешься, очень тяжело. И хочется помогать. Юридически благотворительная организация «Кераз» была учреждена сравнительно недавно, но все началось с Фейсбука. Группа неравнодушных молодых людей создали свою страничку, где обсуждали проекты оказания помощи нуждающимся семьям. Активистов оказалось много, и они решили выйти за рамки соцсетей, пойти, как говорится, в люди. На данный момент добровольцы ездят по селам республики, проводят опросы, которые позволяют выявить малоимущие семьи. Затем заполняют специальные анкеты и выясняют, в чем именно состоит нужда. В картотеке данных организации более 70 семей. Стоит отметить, что волонтеры работают в тесном взаимодействии с главами сел и администрацией районов. Есть еще те люди, которые путем сарафанного радио нас узнают и приходят сами к нам в офис, если у них есть такая возможность. Заполняют анкету у нас в офисе, и по мере сложности проблемы мы пытаемся решить ситуацию, Если что-то мы можем сделать и решить быстро, то мы, конечно, это не откладываем, мы быстро пытаемся это все.
На сегодняшний день организация пытается осуществить 2 проекта. Это сбор денег для строительства дома семьи погорельцев Гардские в селе Араду. В семье 8 душ и ожидается рождение двойни. К моменту пополнения семейства волонтеры хотят успеть по возможности отремонтировать дом и подарить новорожденным вещи. Спонсорскую поддержку оказывает компания «Агвафон», но этого недостаточно, и организация призывает другие компании подключиться к благотворительному проекту. Вторая программа – это 3-дневная акция «Тепло сердца», которая будет проведена с 16 по 19 октября в Сухуми. Всем, кто хочет помочь малоимущим семьям, необходимо собрать вещи и позвонить по номеру, который вы видите на экране. Добровольцы сами приедут за ними, а затем раздадут согласно своим данным нуждающимся семьям. Мы принимаем абсолютно все, начиная от одежды, постельного белья, заканчивая бытовой химией. Если кто-то может принести мебель, то, пожалуйста, мы только рады, потому что мебель тоже нужна. Вот. И если есть люди, которые готовы пожертвовать, то мы будем только рады, мы будем благодарны очень сильно. А те, кто хочет оказать безвозмездную помощь в другие дни, офис благотворительной организации расположен по улице Лакоба, 107/А на 5-м этаже. Эсма Джикерба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. 18 абхазских школьников отправились в Санкт-Петербург в рамках учебно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия». Отбор участников проводился по результатам олимпиад по русскому языку, литературе, истории, географии России, а также республиканского творческого конкурса сочинений «И помнит мир спасенный». Акция «Здравствуй, Россия» проводится представительством Россотрудничества совместно с посольством Российской Федерации в Абхазии. Прошедший отбор школьники из всех районов Абхазии 12 октября выехали в Санкт-Петербург, где ознакомятся с достопримечательностями города, сообщает Абснапресс. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 62 рубля 22 копейки, евро 70 рублей 90 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 19-21 градус. Температура морской воды плюс 24 градуса. В столице республики ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.